Святитель и чудотворец святой Спиридон Тремифунский. Путь от пастуха до святого. Он такой простой человек, пастух, а я по происхождению, по профессии тоже пастух был. Он заботился о спасении души человеческой. Господь дает нам через таких святителей, как великий чудотворчий Спиридон. Мощи в Россию будет принесение. Поможет стране нашей, нашим людям, православным? Конечно, поможет. Святой, почитаемый в России. Он добрый. 16 веков чудес. По его молитвам прекращались засуха и проливались дожди. Страждущие получали помощь, а грешники вразумлялись. Святители, отче Спиридоне, моли Бога о нас грешных. Центральная площадь Тулы, 10-й час. Старинный русский город. Здесь делают самое лучшее стрелковое оружие. На площадь собрались тысячи людей. Они стоят в очередь, чтобы приложиться к мощам святого Спиридона. От греческого острова Корфу до Тулы 2500 километров. Это пешком идти 22 дня. На самолете чуть больше 3 часов. Эти люди пришли сюда после рабочего дня, стоят в очередь, не очень жарко, будут стоять всю ночь. Завтра мощи перевозят в Санкт-Петербург, и так по всей России. Почему святой Спиридон, этот греческий священник, стал так популярен на Руси? Об этом наш фильм. Святитель Спиридон издревле почитался на Руси, как и Николай Чудотворец. В своих молитвах верующие их просят о благополучии в семье, о здравии, о помощи в дороге и в житейских делах. Это такие народные и любящие святые дедушки. Недаром имена Николай и Спиридон были очень популярны на Руси. Стоя в храме и наблюдая за людьми, понимаешь, что существует крепкая, почти осязаемая физически связь между Богом, святыми и православным народом. И о чудесе злата змей бысь, прославляющий Бога, дивного во святых своих вопием, радуйся, яко Моисею чудесно, приложившему жезл змея, подражал им. Молодые люди, можно к вам? Здравствуйте. Здравствуйте. Вам сколько лет, молодчик? Мне 16. Это ваш брат? Мой сын. Сын? Старший. А вам сколько? Мне 40. Много чудес, которые, как бы, человеческий ум. Я доктор по образованию, да, и много вещей, которые человеческий Тем более, вы доктор, реалист. У меня к вам вопрос такой провокационный. Скажите, 21 век, и вы все равно верите? Да, верю. Почему? Ответьте мне на вопрос. Потому что многие вещи в жизни, которые я сопоставляю, которые со мной происходили, я понимаю, что это просто Господь Бог меня привел, потому что, такого может быть в жизни и вообще невозможно. Я, конечно, не могу об этом говорить, да, но точно могу сказать, что это рука Господа Бога, которая приводила, которая преподносит мне уроки в жизни, которая ведет и знакомит меня с теми людьми, которые попадаются мне на моем жизненном пути и которые в дальнейшем мне помогают, чему-то учат. Дай Бог вам здоровья. Да. У меня зрение улучшилось, я просила. Это было лет 7. В первый класс я шла, у меня зрение никакое было, вот сейчас хорошо все вижу. У меня дочка пошла в воскресную школу и поехала с Альбиной Григорьевной. Еще была маленькая, лет 8. Так. Она мне привозит икону. Я читаю Спиридон Тремифунский. Кто такой? Выхожу, про него узнать-то. А мне говорят, а мне о детках молится. А я говорю, дочь, ты же мне привезла тебе молиться. Вот он такой Спиридон.
Спиридон родился в III веке нашей эры на острове Кипр, тогда провинции Великой Римской империи. Спиридон был сыном простых людей. Он с детства был кроток и скромен, избегал праздных забав, приучен к труду. Вместе с отцом возделывал поле, пас овец. И его семья жила в селе Аския, сейчас это место называется Аша. Оно находится в 6 километрах от Тримифунта, того самого города, где Спиридон был избран епископом. Отсюда и прибавление к его имени Тримифунтский. Сегодня эта территория контролируется Турцией. Мы впервые показываем место, где провел свою земную жизнь святитель. Места огорожены колючей проволокой, и там располагается воинская часть. Но в поселке сохранилась церковь, где 16 веков назад совершал литургию святой епископ Спиридон. Этот пожилой турок-киприот, мусульманин, знает святого Спиридона. Я родился и вырос в этой деревне. Эта деревня была поделена на 2 части – турецкую и греческую. Между нами никогда не было никаких споров. В деревне жили 350 греков и 250 турок. О Спиридоне Тримифунтском я знаю, что это был святой. Здесь, на Кипре, сохранилась церковь, в которой он служил. В этой церкви был источник со святой водой. Вода была очень странного желтого цвета, и люди приходили к этому источнику для того, чтобы загадать желание. Можно было смочить этой водой больное место и получить выздоровление. Все жители деревни, и греки, и турки, ходили в эту церковь. Церковь была для них святым местом. Как надо жить и служить Богу, чтобы о тебе помнили через 1500 лет? И обращались как к живому. Да, мы не христиане, но мы верили и ходили в эту церковь. Я знаю, что он ходил среди людей, общался с жителями деревни и других близлежащих деревень. А были чудеса или нет, сказать не могу, не знаю. Но каждый год, 12 декабря, было празднование Дня святителя Спиридона Тримифунтского. Это я помню хорошо. Был тут старый дедушка, но он 2 года назад умер. Он знал больше нас. В родном селе святителя было несколько храмов. Один из них в наши дни превращен в мечеть. Остальные церкви заброшены. Здесь святой жил и служил людям. Последнее богослужение здесь было в 1974 году. Именно тогда Кипр был разделен на 2 части – северную и южную. В отличие от многих святых, которые окружены таким ореолом загадочности, таинственности, святой Спиридон, наоборот, представляется фигурой крайне простой, можно сказать, даже приземленной. Он всю свою жизнь, по сути, от рождения и до самой смерти, был пастухом. И даже тогда, когда он стал епископом, то есть пастырем овец словесных, он все равно не бросил свое дело и продолжал свой пастушеский труд. Например, к нему пришел человек покупать коз, дал плату за 99 коз, а забрал 100-ю. И та 100-я как раз выбивалась и не хотела уходить, пока тот не признал свой грех.
Еще одно такое вот справедливое, можно сказать, чудо святого Спиридона – это чудо с чудесной змеей. Однажды, опять же, его друг, бедный крестьянин, не имея денег для того, чтобы купить зерна для посева, пришел к богачу, который отказался суживать ему что-либо без залога. Святой Спиридон говорит этому своему другу-бедняку: «Я сам человек бедный, но у меня есть богатый друг», имел в виду он, конечно, Господа, который может одолжить себе такую ценную вещь, которую примет богач. Святой оставил в стороне крестьянина, пошел в свой сад и увидел там змею, которая грелась в лучах солнца. И тогда он превратил ее в золотое украшение, взял это украшение и вынес крестьянину. Он отдал богачу, тот обрадовался. Богач, который до этого прогонял бедняка и говорил: «Вон иди отсюда, нищий», сразу же одолжил ему кучу зерна. Когда бедняк пришел отдать ему зерно, вернул ему эту вещь, а тот вернул святому Спиридону. И чтобы вразумить этого бедняка, показать, что это не он ему помог, а Господь помог, святой повел его в садик и показал, что это золотое украшение есть не что иное, как змея, которую он, святой Спиридон, превратил в золотое украшение, там выпустил ее на волю, и она снова забилась в щель между камней ограды. Житие повествует о том, что святитель рано потерял жену и дочь. Но он не впал в отчаяние, его вера в Бога только укрепилась. Святой Спиридон был необычайно доброжелательный и отзывчив к людям, постоянно пребывая в молитве. Господь наделил его благодатными дарами, прозорливостью, способностью исцелять неизлечимо больных и изгонять бесов. Святость вообще, она сродни тайне. Ну, то есть, например, сродни гениальности, например. Вот как, например, в 3, 4, 5 лет, например, маленькие дети, там, гениальные, там, типа Моцарта, могут, допустим, писать и исполнять музыку. То есть откуда она вообще может взяться? Вот. Это вот святости невозможно научить. То есть святость, она не шаблонна, и ей научить невозможно. Я думаю, что он так много дает, потому что он в своем этом повороте к Господу Богу, он совершенно себя отказался от себя, опустошил себя. Это как? Это значит, что он, наверное, для себя ничего не просил, для себя лично ничего не хотел, наверное. Вот так вот полностью отдался вот в руки создавшего. То есть для того, чтобы его наполнить такой благодатью, надо, чтобы он был пуст, чтобы он был лишен всего. Ведь в чем наша, так сказать, проблема нашей цивилизации? Мы ведь очень богаты. Мы потому так обнищали на Божию веру и на благодать, потому что мы очень богаты. А у него он только хлеб и ел, может быть, там, с этим козьим сыром там, или еще чем-нибудь, там, водой запивал. То есть бедно жил человек. Наверняка не особо об этом переживая, не замечая этого. Но когда человеку внутри все хорошо, то ему как бы и не надо. Византия, 325 год нашей эры, город Никея, Первый Вселенский собор. Сюда со всего христианского мира съехались отцы православной церкви. Их призвал святой император Константин. Надо было решать, что будет с верой христианской, исповедуя православное единство трех божественных ипостасей Святой Троицы. Или надо будет принять учение многомудрого Ария из Александрии, который отрицал божественность Христа. Он утверждал, что Христос не Бог, а первый из сотворенных Богом существ. Еретик Арий был несокрушим в диспуте, никто не решался из епископов с ним спорить. И вот-вот должно было все измениться, и земная мудрость стала бы главной в церкви, заменив собой божественную благодать. Но в это самое время со скамьи поднялся человек небольшого роста. Это был епископ Тримифунский Спиридон. Его считали не очень образованным, таким простым епископом от народа и несведущим в делах веры. Однако все изменилось, когда он начал говорить. Многие были посрамлены. Και ο Σπυρίδωνας πήρε το λόγο και πήρε στο χέρι του ένα κεραμίδι. Святой Спиридон попросил слова и взял в руке черепицу. Και λέει, τι βλέπετε? Спросил, что вы видите? Ένα κεραμίδι. Одна черепица, Το οποίο αποτελείται από τρία στοιχεία. но состоит из 3 стихий. Από χώμα, νερό και φωτιά. Глины, воды и огня. Και εκείνη την И ώρα в тот же έσταξε. миг из черепицы вышел огонь, потекла вода, а в руке его осталась глина. Тем самым святитель доказал, Бог есть един по существу и троичен по лицам. Бог Отец, Сын
и Святой Дух. Святитель Спиридон в возрасте около 80 лет во время молитвы в 348 году. Его мощи покоились сначала в городе Термифунте на Кипре до середины VII века. Затем, из-за нашествия арабов, нетленное тело святого было перевезено в Константинополь, в столицу Византийской империи. А после его падения в 1453 году, когда город взяли османы, мощи вывезли сначала в Сербию, а затем на остров Корфу. Корфу, по-гречески Керкира, находится на северо-западе от материковой Греции в Ионическом море. Остров большой, его длина 120 километров, ширина от 4 до 40 километров. Местное население, состоящее преимущественно из греков, насчитывает 110 тысяч человек. Эта территория всегда оставалась христианской. Даже несмотря на то, что вся Греция была завоевана Османской империей и находилась под ее владычеством почти 400 лет. Корфу оставался свободным. В столице острова, в старом городе Керкире, в лабиринте узких улочек, находится храм святителя Спиридона. Высокую башню, колокольню видно почти отовсюду. Любой житель или паломник с радостью укажет вам дорогу к Агиос Спиридонос. Люди приходят помолиться о себе, о болезнях, страждущих, детях, внуках. Вот. И все просят, чтобы святитель Спиридон помог им в жизни. И уже уходят они веселые, сияющие лица. Потому что святитель Спиридон, он, конечно, не сразу, но очень помогает. Очень. Каждый божий день к нетленным мощам святителя выстраивается огромная очередь страждущих людей. Заходя к Спиридону, ты как-то заново рождаешься, наверное, так. А как вы думаете, вот мощи в Россию будет принесение? Поможет стране нашей, нашим людям православным? Конечно, поможет. Это сильный святой, очень такой почитаемый в России. Он добрый. Когда к нему обращаешься, все получается. Это русский святой. А как он помогает? Как вы чувствуете, что вот Вы знаете, этот это святой... такие вещи, которые очень трудно передать перед камерами. Это просто надо, знаете, молиться надо. И тогда вы понимаете это. Ощущение этой благодати, мощной благодати. Столетия прошли, а радость есть, а прийти к нему хочется, и хочется поцеловать ему руку, и ноги поцеловать ему хочется, и поговорить с ним хочется. Люди чувствуют, что Спиридон их слышит. В ответ на свои просьбы они получают ответы в виде конкретных вещей. Прикосновением исцеляются люди, ведь человек прикоснулся, святой, и совершается какое-то энергетическое действие Божие такое. Бог совершает что-то через него. Вообще, есть такая традиция у жителей острова. Многие ведь каждый день проходят мимо храма Спиридона на работу и обязательно утром заходят благословиться у святого. Четыре раза в год на Корфу проходят крестные ходы, летания, в которых участвует и сам Спиридон. В вербное воскресенье и в первое воскресенье ноября жители воздают святому благодарность за чудесное избавление от чумы, которая дважды грозила уничтожить все население. Крестный ход проходит перед Пасхой, Великую субботу, в честь спасения Корфу от страшного голода. Но, пожалуй, больше всего народу собирается на острове 11 августа. А в этот день славят святителя Спиридона и благодарят за чудесное избавление от османского нашествия. А дело было так. В конце июня 1716 года 50-тысячная армия великого султана с суши и с моря начала осаду Корфу. Силы были неравны.
Военный гарнизон венецианцев, занимавших в тот момент остров, был в 6 раз меньше, чем подошедшая османская армия. 11 августа должно было состояться генеральное сражение. Все было готово к штурму. Свирепые янычары уже наточили сабли, пушки были заряжены. Ярость и жажда крови сверкала в глазах страшных воинов султана. Все жители Керкиры, кто мог держать оружие, были на стенах. Но шансов победить не было. Потери за время осады были колоссальными. Духовенство и жители собрались в храме святого Спиридона. Со слезами на глазах они молились Богу и просили святителя защитить и спасти их. Местные жители, изнемогая, но уповая на милость Божию и святителя Спиридона, молились, чтобы святой услышал их. И прямо перед штурмом османов пошел сильнейший ливень, а на море разыгрался шторм, потопивший большую часть турецких кораблей. Люди молились святому Спиридону, понимая, что только он может помочь. Турецкий десант, бросив пушки и боеприпасы в затопленных траншеях, бежал на корабли. Многие суда османской эскадры потонули. Турки, потеряв значительную часть флота и войска, в борьбе со стихией отошли от острова и больше не нападали. Память об этом событии живет в сердцах многих поколений. Благодарность святому безмерна. Есть такое выражение «дивен Бог во святых своих». И вот здесь, в этом храме, оно абсолютно оправдано. Приветствую вас в соборе святого Спиридона, в храме, в котором хранятся мощи святителя. Настоятель собора, отец Иустин, показывает нам, где и как ныне живет святой. Ведь храм – это дом Спиридона. Здесь, в алтаре, где мы сейчас с вами находимся, хранится десница святого Спиридона. Его правая рука, та самая, которая подняла черепицу на Первом Вселенском соборе. Тогда святитель доказал единство Бога во Святой Троице. Рука святого хранится здесь, на престоле. Именно сей ковчег с мощами мы вывозим для преклонения верующими за пределы Корфу. Вы можете обойти алтарь и подойти к раке с мощами нашего святого. В этом месте, в так называемой крипте, пребывают святые нетленные мощи святителя Спиридона. Открывая раку с мощами, мы видим бархатные башмачки нашего святого, сшитые вручную и вышитые золотой нитью. В них святой ходит к людям, которые взывают к нему о помощи. Мы видим здесь, что все пространство над ракой с мощами занято благодарственными подношениями святому Спиридону. Много корабликов, лодочек. На них написаны имена членов семей после какого-то чуда, сотворенного святым. Мы видим здесь нетленные мощи святителя. Его голова чуть наклонена, святой как будто бы спит. Он лежит на подушечке. Мощи нашего святого не сухие, тело наполнено жидкостью, плотью. Оно гибкое. Мы видим черты его лица, нос, губы, его закрытые глаза.
И несмотря на то, что этим мощам 1700 лет, целых 17 веков, мы видим, что благодаря благодати Божией тело святого нетленно. Тело святого имеет постоянную температуру 36 градусов по Цельсию. Когда во время шествия проносит тело, можно видеть, что святой словно опирается на свои ноги. И это самое большое чудо для наших глаз. И благодать нашего святого – это самое большое чудо, которое идет к каждому верующему. И в этих башмачках наш святой ходит. Ходит именно к тем, кому нужна помощь. Мы их каждый год меняем. Старые раздаем людям, жертвуем в храмы, возводимые в честь святого Спиридона. Башмачки нашего святого – это благословение. Материя способна впитывать святость. То есть материя, она не мертва в абсолютном смысле слова, она подвижна и она поддатлива. Вода чрезвычайно чувствительна, вода. То есть она поддается освещению, может быть, больше, чем любое другое вещество. Песок с могилы святого человека, там, одежда, прикасавшаяся к святому, оно все способно впитывать в себя благодать Божию. Тем более человеческое тело, будучи материальным, будучи по грехам смертным, тем не менее оно живо, и оно воскреснет, потому что тела человеческие по идеалу, по замыслу, это храм Святого Духа. Во время крестного хода святитель предстает перед людьми. Еще накануне его нетленные мощи под молитвой акафист священники очень аккуратно переложили в специально вертикальную раку. Особенно усердных паломников допускают нести хоругви и быть непосредственными участниками крестного хода. Среди таких много русских. Душа плачет от радости. Настолько смотрю, у людей праздник. Праздник любви, счастья, добра. Слава Богу, что есть у нас такой святой в православии. Спасибо, Господи. Но погоде ближнему послужил еси, молись, святе Спиридоне, воинство нашему даровать и на враги одоление. Мы встретили на Корфу настоятеля монастыря из России архимандрита Василия, француза по происхождению. Я сам француз по происхождению из Вандеи. Вот. Уже 24 года, уже гражданин России и православный человек. Приехали к Спиридону Тремифунцу. Да, я его люблю с детства, потому что он такой простой человек, пастух, а я по происхождению, по профессии, я тоже пастух был. Много лет ходил за овцы, а вдруг Спиридон такой же и стал епископ, с условием, что он не будет изменять свой образ жизни. Вот. Я очень выражал вот это именно принцип, что не менять образ жизни, потому что как Господь нас взял, вот надо и стараться быть такой же. А то иногда становятся великие люди и уже простые люди недоступны, а Спиридон всегда был доступен всем. Вот. Даже враги и даже те, которые шли его воровать его вещи. Он всегда даже бежал за ним, потому что они что-то забыли. Вот это хороший образ жизни. Вот. Настоящие, может быть, ну, эти христианские ценности очень глубокие. Святой Спиридон всегда исполнял заповедь Божью: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». В житии святого Спиридона очень подчеркивается его стремление к справедливости, но такой ненавязчивый, он не заставляет людей быть справедливыми, поступать по правде, а он всегда исправляет ситуацию так, что справедливость торжествует. Его замечательное чудо, и даже, можно сказать, не чудо, а просто такая назидательная история об одном бедном капитане, который постоянно брал у него денег в долг, чтобы совершить поездку торговую и накормить свою семью. Каждый раз святой Спиридон говорил: пойди к шкафчику, возьми сколько тебе нужно денег. Тот, когда возвращался, эти деньги клал. Но однажды, охваченный сребролюбием, он не положил этих денег, и когда в следующий раз пришел к святому Спиридону и попросил денег, святой Спиридон говорит: возьми их, где всегда берешь. Тот пошел, говорит: там нет денег. Он говорит: ну если, сын мой, ты их туда не клал, то там их нету. И он сказал это таким спокойным и ровным голосом, что этот человек раскаялся тут же на месте, да? Не стал, так сказать, скрывать свой грех, а признал.
Есть на Корфу одна традиция, которая уже много веков. Во время крестного хода люди раздают друг другу веточки базилика. Базилик известен как итальянская приправа на итальянской пицце, но в Греции это растение имеет совершенно другое значение. Базиликом или василико, как здесь его называют, украшают всегда крест на все праздники, и во все великие праздники люди приносят василик в храм и друг другу дарят. Царица Елена и сын ее Константин, когда отправились на поиски креста, где был распят наш Спаситель, было найдено 3 креста, потому что был распят Спаситель и 2 разбойника. И какой же из них был истинный крест, на котором был распят Спаситель? Ночью явился царице Елене ангел и говорит ей: беги. Она прибегает и видит, что на одном из крестов был распущен базилик. И тогда она поняла, что этот крест истинный, и с тех пор в Греции всегда украшают кресты базиликом, и на все великие праздники люди друг друга этот придержит цветом. Когда человек реально видит и ощущает присутствие мощей, и, конечно, это точно так же, как мы видим другого человека, когда с ним беседуем. Это гораздо нам ближе и ложится и на душу, на сердце, и позволяет нам понять, может быть, даже то, что мы не могли понять раньше. Я год ничего вообще не делала. Ну, как бы, что начала, потом все валилось, ничего не получалось. А потом, как бы, начала молиться, он мне очень помог, дал мне хорошую мысль открыть свой бизнес. Как бы, мне сейчас хорошо, и вот этому я благодарна. Себе дала слово, вот, когда все у меня наладится, поехать обязательно вот к нему сюда, и мечты сбылись наши. Приехали с дочкой. А икону зачем купили? Икону купила в храм, потому что вот так хотела сначала, когда начала молиться, пообещала Спиридону, но если выслушает, так буду про него рассказывать там, где его никто не почитает, не знает его. Почитание любого святого в православии всегда связано с определенными традициями. Перед тем, как нетленные мощи святого вновь переложат в раку, Спиридон как бы 3 раза проходит по храму, благословляя молящихся. Надо сказать, что святитель оберегал от иностранного вторжения Корфу несколько раз. Так, во время Второй мировой войны, когда итальянцы сбрасывали бомбы на остров, случилось еще одно чудо. Когда началась сильнейшая бомбардировка, во время которой большая часть города была разрушена, жители острова бежали к храму святого Спиридона, чтобы найти там укрытие и спастись. Бомба, упавшая на крышу храма, не взорвалась. Поэтому никто из находившихся в храме не пострадал, и все были чудесным образом спасены. Это и было проявлением любви и заботы святого по отношению к острову Корфу, свидетельством того, что он продолжает защищать остров. Мне об этом рассказывал отец, хотя он и был в то время совсем ребенком. Знаете, на Корфу всем хорошо известно об этих чудесах, а по поводу случая с бомбой, упавшей на храм, о котором я рассказывал, есть много свидетельств и описаний в книгах. Это интервью мы записали высоко в горах на острове Корфу. Здесь с большим почетом хранится единственный прижизненный портрет русского адмирала Федора Ушакова, причисленного к сонму святых Русской Православной Церкви. Наш монастырь имеет очень важную и тесную связь с Россией. Этот монастырь связан с именем святого Федора Ушакова, адмирала Ушакова, который освобождал остров Корфу от французов в 1799 году. В этом монастыре жил Федор Федорович Ушаков. В монастыре есть здание, им построенное. Здесь Федор Ушаков сделал монастырю подарок. Я сейчас вам его покажу.
Это единственный в мире прижизненный портрет Ушакова. Он подарил его отцам обители, с которыми был особо дружен. Освобождать в конце XVIII века Корфу от французского безбожного владычества был призван не просто какой-то адмирал российского флота, а именно непобедимый Федор Ушаков. Или, как в страхе называли его турки, Ушак-паша. Наш адмирал был не просто военным, он был, по сути, монахом, истово верующим человеком. В конце жизни он принял монашеский постриг. Федор Ушаков с особым почтением относился к святителю Спиридону. Благодаря ему Корфу получила независимость и первую конституцию Республики Ионических островов. Об этом тоже помнят местные греки. Вообще связи с Россией здесь очень крепки. Например, в храме находится герб российского императора Павла I, который тоже любил Спиридона. Жизнь человека, который становится впоследствии святым, она интересней любого захватывающего романа. Про Спиридона собрано множество фактов, и вот один из них. Безбожники, конечно, всегда были, и безбожники такого дерзкого формата, когда они уже не стесняются, так сказать, уста отверстия, так сказать, на то, чтобы громко сказать о своем неверии. И там какой-то англичанин сказал, да, что Спиридон — это никакой не святой, что это кукла, набитая соломой, значит, такой, и вот носит тут, понимаешь, простых людей обманывают. И Спиридон повернулся к нему. На процессе, когда его святые мощи несут, он повернулся к нему спиной, дескать, мол, на, гляди, гляди. И? Ну, там страх был, а покаяния не знаю. Может, было, может, не было, потому что безбожнику трудно покаяться, даже если мертвый воскреснет. Бог есть любовь. Это правило и основа нашей веры. Святой Спиридон, как и святой Николай, а они были друзьями, сделал этот постулат основой своей жизни. Люди, живущие сейчас в 21 веке, относятся к святому Спиридону как к своему родному дедушке, как к отцу, как к живому, а не мертвому, к которому они обращаются с горячими просьбами и получают в ответ помощь. Это удивительно. На наших глазах творится дело Божье, дело веры. Один из покровителей нашего клубного движения под названием Российский клуб православных меценатов — это как раз святой Спиридон Тремифунский. Знаю это точно, потому что очень многим он из нас помогал и в деле, и в таких вещах, когда, казалось бы, уже никто не поможет. Спиридон приходит на помощь и помогает. Он уникальный святой. И мы же его и зовем даже в России Спиридоновский, его и так мягко зовут мои коллеги по цеху. Поэтому я думаю, что это великое счастье, что такие святые есть у нас, которые нам помогают. Покажу даже, у меня постоянно находится в кармане его иконка с его кусочком тапочка, который мне подарили мой друг. Несколько лет назад он был на Корфу, а я не был там еще до этого. И он мне подарил, я его ношу, молюсь ему, читаю раз в неделю акафист ему. Те, кто когда-либо приезжал на остров Корфу, испытывали здесь какое-то особое чувство – благодать. И связано это прежде всего с большим количеством храмов, монастырей и мощей. Кто-то даже придумал такое сравнение – светский Афон. И действительно, побывать здесь, в отличие от Святой горы, может не только мужчина, но и каждая женщина. Наш маршрут лежит в монастырь святой преподобно-мученицы Параскевы. Именно в этой обители монахини своими руками изготавливают благословение святителя Спиридона. Добро пожаловать в монастырь святой Параскевушки Пятницы. Именно здесь находится десница святой Параскевы Пятницы. И именно у нас в монастыре делаются святыни, которые называются филахто, благословение от святителя Спиридона Тремифунского. Сестры монастыря с большой радостью занимаются этим послушанием уже на протяжении многих лет. И какие бы уставшие они ни были, они садятся за этот стол и делают то, что вы сейчас видите. Для нас это очень большое благословение. Уже несколько столетий башмачки, которые по преданию снашивает святой, раздают верующим и жертвуют в храмы по всему миру. Многие мечтают получить такой подарок.
Действительно, башмачков на всех не хватает. В раку к святому Спиридону кладут 2, а то и 3 метра материала, из которого изготавливают башмачки. А после этого привозят уже в наш монастырь, где мы делаем тысячи, миллионы башмачков, которые в Греции называются филахто. Их всегда очень много требуется в храме святителя Спиридона. Μέγιστε Σπυρίδο, διασωζεύκε σου τους επικαλουμένους μέγασον όνομα. Μα το πέλαγος γεγονός. Помощи Божьей вам от святителя Спиридона Тремифунтского. Вы видите изображение святителя Спиридона на этом листочке бумаги. Получить его для каждого человека – это особое благословение. И когда рядом находится эта святыня под названием Филахто, для человека это большая защита от святителя Спиридона. То, что башмачки святителя Спиридона снашиваются, это ни для кого не новость. В 1967 году был такой случай. Здесь был один батюшка, которого звали Константин Фидас, и рассказывал о том, что рака, где находится мощь святого Спиридона, не открывалась. Мы очень долго молились возле раки, и когда открыли эту раку, увидели, что на башмачках святителя Спиридона Тремифунтского появились водоросли. То есть он ходил, и он помогал тем людям, которые просили его о помощи. К большому сожалению, сегодня современные технологии очень сильно вредят людям. Очень многие, пользуясь этими технологиями, к сожалению, отходят от Бога, отходят от духовной жизни. И Господь, конечно, хотел бы, чтобы мы жили мирно и славили Бога. И я говорю, никогда не поздно что-то изменить. И каждому человеку надо любить Господа и дарить любовь ближнему своему. У Бога 1000 лет, как один день, и один день, как 1000 лет. В общении со святыми нет времени, нет расстояния. Здесь присутствуют другие измерения – дух, душа, вера и молитва. Людей не видим, или видим массы какие-то, значит, народные, там видим какой-то там калейдоскоп лиц, там видим, там этот черный, этот желтый, там этот толстый, этот худой, этот богатый, этот бедный, этот вообще видеть его не хочу. То есть мы не видим людей, мы видим какие-то маски, которые нас раздражают. А потому что мы видим себя, как бы, значит, только ты себя видеть перестанешь, ты видишь ближнего, что он красив, что ближний уникален, он хорош, он интересен, он лучше тебя. И в ближнем Христа увидишь. Христа и ближнего можно увидеть только тогда, когда ты себя перестанешь видеть. Вот это и есть Спиридон, это и есть Николай, это и есть Матронушка, это и есть Сергий, Серафим, это и есть святые люди. Господь не может мимо них пройти, значит, тогда Господь дает ему: на тебе, раб мой, большую-большую благодать. Пусть ею питаются многие. Даже ты уже отсюда уйдешь, а ею будут питаться многие. Вот мы питаемся до сих пор. По идее, хорошо было бы, что в каждом поколении был такой Спиридон, но нету. Нету. Остается питаться тем, что было в IV веке. На улице, где стоит храм святителя на Корфу, расположено много магазинчиков, где продают сувениры, все, что связано со Спиридоном. Так было и всегда есть. Люди остаются людьми. Это и хорошо. Виктория работает в этой лавке уже не 1 год. Когда заходят люди и, не зная святителя, они где-то слышали, они, может быть, прикладывались к деснице, когда она была в Москве или в городах России. Они там приложились, потом приехали сюда и говорят: вот ты видишь надежду в глазах людей, ты видишь, они еще не знают святителя, они еще не знают, что он безусловно поможет, он безусловно ответит на все, о чем они просят, потому что Господь милостив, и Господь дает нам через таких святителей, как великий чудотворчий Спиридон. И вот они идут знакомиться с ним. Через год эти же люди заходят в магазин с сияющими глазами, не обязательно через год, через какое-то время, и рассказывают. И вот ты видишь эту разницу, когда человек знакомился со святителем, и когда теперь уже он живет внутри него.
Живая связь между православными святыми и верующим народом объективно существует. По всей России во многих храмах лежат вот такие тапочки святого Спиридона и его иконы. Здесь все в единстве: молитва, духовное общение и материальное, физическое. Почему они так нужны нам, нашему безбожному времени, нашему скептическому, разуверившемуся, уставшему, развратившемуся человеку? Они вырастают в значение, они говорят: «Жив Господь, воскрес Христос». Они ведь не себя проповедуют. Это же очень важно. Мы же через святых ко Христу приходим. Как бы мы вообще веровали в Иисуса, Господа, если бы не такие люди? Они помогают нам стоять в вере Христовой. Говорит: вот что через меня Господь сделал. Он же не говорит: вот что я сделал. Говорит: вот что через меня Господь сотворил. Я его просил, он сделал. Десница святителя Спиридона, которую он держал плинфу, что значит черепица, на Вселенском соборе, доказывая таинство единства Святой Троицы, снова в России. И тысячи людей идут к мощам святого, который так близко стоит к Богу, моля и прося за нас, грешных.